Доброго времени суток, уважаемые абитуриенты! Сейчас мы с вами поговорим о вступительном испытании по основам педагогики и психологии. Я Сытина Надежда Степановна, заведующая кафедрой педагогики, профессор. Вступительное испытание, его процедура включает следующие моменты, на которые я бы хотела обратить ваше внимание. Во-первых, форма сдачи. Это дистанционная. То есть вы будете по своим паролям и логинам заходить и сдавать экзамен в системе дистанционного обучения. Вид экзамена – это тестирование. Вам будет предложено 25 вопросов с вариантами ответов. Несколько ниже мы об этом с вами поговорим. Количество вопросов в тесте 25. Вам на это дается 60 минут. Те, кто поступает с ограниченными возможностями здоровья, то время может быть увеличено и увеличивается на 1,5 часа. Вот. Но это вы уже, когда сдаете документы, сразу вам об этом говорят. Еще обращаю ваше внимание, что это одна попытка. То есть попыток никаких больше не будет, одна. Поэтому я ниже буду останавливаться, как готовиться, на что обращать внимание. Пожалуйста, это имейте в виду. Значит, минимальное количество баллов, которые вам необходимо набрать для того, чтобы участвовать в конкурсе, это 40. Максимальное количество баллов это 100. То есть вот эти все вопросы, которые вы уже должны знать, что и как определяется, и что как происходит. Программу вступительных испытаний мы ниже разберем. Я обращаю внимание, что все-таки дистанционная форма сдачи, то есть ваш первый вход будет через логин и пароль, отправленный на электронную почту. Но вам нужно проверять не только вашу почту, но еще смотреть папку спам. Иногда туда попадают эти данные, которые вам приходят, информация. Последующее посещение сайта вы можете сделать под своим паролем, который вы меняете при первом входе в учетную запись. Перед каждым экзаменом нужно фотографироваться, прикрепить цветное фото, где видно лицо абитуриента и главный разворот паспорта с фото и с фамилией. Тоже это очень важный момент, это происходит ваше непосредственно определение, вы это или не вы сдаете, поэтому это важный момент. Время, отведенное на прохождение экзамена, ограничено. Я вам уже сказала, что это 60 минут, и у вас есть одна попытка. Все, поэтому внимательно читаем вопрос, отвечаем. Далее, значит, расписание вступительных экзаменов, где находится, вы можете посмотреть. Вы заходите на сайт приемной комиссии. Вот здесь уже адрес зафиксирован. Далее, находите там бакалавриат и специалитет. И с правой стороны, вот стрелочка отмечена, там расписание консультаций вступительных испытаний бакалавриата и специалитета на 2022-2023 учебный год в Акмолинский университет. То есть здесь очень подробно вам показано, каким образом вы находите то, что вам необходимо первоначально знать для того, чтобы сдать вступительный экзамен. Вот расписание вступительных испытаний у вас будет точно так же, но вы сами найдете дисциплину. Она называется «Основы педагогики и психологии». Это дистанционная форма, все здесь зафиксировано. Инструкция по получению логина и пароля здесь у вас тоже показана. Вы можете нажимать, и вы это увидите. Консультация у вас будет 21 июля.
те, кто подает документы и подаст документы с 20 июня по 20 июля, у них испытание будет 22 июля с 10 до 22 часов. То есть в это время вы можете заходить и тестироваться, отвечать в течение часа на вопросы. И еще раз повторяю, одна попытка. Если вы по какой-либо причине не смогли зайти 22, у вас есть резерв 26 с 10 до 5. Здесь все прописано, нужно смотреть внимательно и сразу ориентироваться, когда и что, чтобы у вас ни с чем больше не совпадало, чтобы вы не торопились, а аккуратно отвечали на тесты. Если вы подадите документы с 21 июля по 12 августа, то у вас экзамен будет происходить, вступительное испытание 15 августа с 10 до 22 часов и резервный день 21 августа с 10 до 17. Те, кто подаст уже в конце, да, вот с 13 по 16 вы видите, это у вас 18 августа испытание с 10 до 22 и резервный день 22. Ну и подавшие документы с 17 августа по 11 сентября, испытание будет 13 сентября, также с 10 до 22 и резервный день 21 с 10 до 15. То есть, когда вы зайдете на сайте и найдете расписание, у вас откроется вот эта страничка, но там может быть отмечено, не отмечено, в перечне найдете то, что вас интересует. Это основы педагогики и психологии. Далее, как подготовиться к сдаче вступительного испытания. Точно так же вы заходите на сайт приемной комиссии, нажимаете на выбор специальности бакалавриат и специалитет, и там находится программа вступительных испытаний «Основы педагогики и психологии» на базе СПО. То есть вот эта программа, то, что вам нужно знать и почему готовиться к этому вступительному испытанию. Как найти, все здесь показано. Сайт приемной комиссии, выбор, подбор специальности бакалавриат и специалитет. И вы видите, вот внизу стрелочкой вам показана программа вступительных испытаний. Вот эта программа вступительного испытания, она полностью представлена, то есть опять здесь вам дается, как проводится, с использованием дистанционных технологий и так далее. Здесь все вам разъясняется еще раз, но достаточно той информации, которую я уже сказала. Но если вас интересует уже какие-то подробности, каким образом дистанционные технологии будут работать при сдаче, здесь все вы можете посмотреть, на что вы имеете право во время вступительных испытаний. Вы уже увидите, нельзя привлекать помощь третьих лиц, предоставлять доступ к компьютеру посторонним лицам и так далее. Это, пожалуйста, внимательно изучите. Использовать учебную справочную литературу, конспекты и иные вспомогательную литературу, не предусмотренную программой вступительных испытаний. Искать информацию в сети интернет и так далее. Я прошу к этому отнестись очень серьезно, потому что это фиксируется видеозаписью, чтобы мы видели, что вы работаете самостоятельно. В экзамен включается, как вы видите, две части. Это первая часть или раздел, это основа педагогики, и вторая основа психологии. Здесь вот это представлено. Ну, давайте, может быть, я обратить ваше внимание хочу. Не все разделы здесь педагогики мы стали включать, но основные, которые базово должны вами быть освоены до того, как вы придете обучаться в университет, мы это все здесь вам представили, и по ним будут вопросы. Это раздел «Введение в педагогическую деятельность в основах педагогики», «Педагогика как наука», «Целостный педагогический процесс», «Обучение в целостном педпроцессе» и «Воспитание». Фактически тоже здесь о нем есть речь. Вы обратите, пожалуйста, внимание, внутри об этом мы рассматриваем как воспитание, как общественное явление, процесс, сущность воспитания и так далее.
Вторая часть или второй раздел – это основа психологии. Что включается? Психология как наука, познавательные процессы. Нужно вспомнить, да, ощущения, восприятия, внимание, мышление, потребности и мотивы. Потому что по всем этим разделам, то, что мы выделили, да, речь, воображение, мышление, внимание, ощущение, восприятие, личность, потребности, мотивы, эмоции, чувства, воля, темперамент, характер, способности, как индивидуально-психологические характеристики личности, они все присутствуют в тесте. То есть по ним есть вопросы. И сейчас, когда мы будем это с вами разбирать, вы, наверное, обратите на это внимание. Пожалуйста, давайте посмотрим, что примерные задания, какие могут быть. Значит, здесь все точно вам сформулировано. Например, в Российской Федерации устанавливают следующие уровни общего образования. И здесь, видите, исключи лишнее. То есть нужно знать, что такое общее образование, да, школьное, и что в него входит. Что здесь будет лишнее, я думаю, вы сразу сможете определить. Базовая культура личности включает в себя, тоже нужно исключить лишнее. То есть здесь получается, что вы очень хорошо должны знать содержание образования, и что в него включается система знаний, да, в него включается опыт деятельности, опыт эмоционально-ценностного отношения. Что не включается, вы уже посмотрите, потому что базовая культура личности формируется на основе отобранного содержания образования, а в учебных предметах это содержание обучения данному предмету. Поэтому, пожалуйста, вот вы должны знать. Дальше посмотрите. Устойчивое личностное свойство субъекта поведения изнутри, побуждающее его к совершению определенных действий. Это есть что? Личностное свойство субъекта поведения, то есть то, что дает ему шаг к тому, что он начинает включаться в деятельность. Вот это нужно тоже знать и смотреть, выбирать. Потребность, мотивация, мотив по убеждению. Я думаю, вы очень легко можете ответить на этот вопрос. Далее, испытуемая человеком нужда, выражающая зависимость его от конкретных условий существования, есть нужда. Это что? Видите? Здесь вы обратите внимание и в предыдущем вопросе, и в этом вопросе перечень ответов один и тот же. А давайте посмотрим, разные будут ответы, потому что личностное свойство субъекта – это одно, а нужда человека, что заставляет, побуждает его включиться в определенных условиях в деятельность, это уже другое. Человек как единичное природное существо, представитель вида Homo sapiens есть, это только представитель, природное существо. Он еще только появился, он есть просто представитель. Нужно из этих трех, и да, там 4, это выбрать. Еще какие могут быть примерные задания? Вот, вы обратите внимание, свойства восприятия, характеризующие некоторые постоянства свойств предметов при изменении условий их восприятия, называется. Пожалуйста, вот эти все дающиеся вам задания, они требуют однозначного ответа. То есть фактически я обращаю ваше внимание, что все задания сделаны таким образом, что в основном выявляют это ваш категориально-понятийный аппарат понимания этих свойств. Да, вначале понятия, затем процессов, которые они себя представляют. Если вы это понимаете, то ответить намного проще. Все это в программе есть, в плане того, что надо про это прочитать, надо знать, что это такое. Поэтому, пожалуйста, внимательно готовитесь, изучайте программу, и тогда любое задание, которое у вас будет дано в экзаменационном испытании, вами будет сделано верно. Еще обращаю ваше внимание на то, что
каким образом вы должны пошагово сдавать вступительный экзамен. Здесь будет помещена еще видеозапись. В конце консультации вы увидите пошаговые инструкции сдачи вступительного испытания. То есть мало того, что зайти, и далее будет пошагово вам сказано, что делать, как отвечать, как фиксировать уже ответ и так далее. Поэтому, пожалуйста, имейте в виду, что у вас еще будет видео записано, пошаговые инструкции сдачи вступительного экзамена. Я еще раз вам хочу напомнить, что время 60 минут на испытание, что 25 вопросов и 1 попытка. Программа подробная вам дана, примерные задания представлены. Если во время консультации, которые вы будете просматривать, у вас возникнут вопросы, в это время я буду находиться вот по этому адресу. Здесь дан мой электронный адрес nadin541bk.ru. Я обращаю ваше внимание, сюда можно писать, если у вас возникнут вопросы. На все вопросы я вам отвечу. Если вы оставите еще в обращении свой телефон, я вам наберу и с вами еще переговорю. Поэтому, пожалуйста, все вопросы вы сможете мне еще после консультации, просмотренной консультации, а время там показано, когда будет консультация, вы можете задать. И хотелось бы, чтобы вы ответственно отнеслись, потому что баллы выставляются от 40 до 100, и чтобы вы получили достойные баллы за свои ответы. Спасибо за внимание. Первый вход в личный кабинет у нас уже был. Теперь рассмотрим первый вход в систему вступительных испытаний. Если у вас во вкладке «Вступительные испытания» в личном кабинете отображается расписание вступительных испытаний, личное расписание, то есть оно примерно будет выглядеть так: те предметы, которые вы должны сдавать в ВУЗе, у вас будут отображаться, если их вам назначат, то есть назначат экзаменационную группу уже. Как только у вас вот в личном кабинете отображается такая табличка, значит, к вам пришло письмо на почту об учетной записи в системе вступительных испытаний. То есть вот вступительные испытания БГПУ имени Акмулы, новая учетная запись. Обратите внимание, что часто вот именно эта рассылка попадает в папку спам. Обязательно проверяйте папку спам. Вы заходите и проходите по ссылке. Вот, по ссылке. Вы оказываетесь на сайте, где будут проходить вступительные испытания. Вы копируете логин. Логин — это ваша электронная почта. И пароль, обратите внимание, что он временный. То есть вы заходите через него только один раз. Заходим. При первом заходе вас потребует, чтобы вы сменили пароль на свой собственный. Все. Как только вы смените пароль на собственный придуманный, вы под этим паролем всегда заходите на любые экзамены именно под своим собственным паролем. То есть никаких новых вам уже не пришлют, если у вас несколько экзаменов. Вот я поменяла все на собственный, то есть все, я свою учетную запись полностью поменяла, теперь зайти могу только я. И вот уже вот этого нашего абитуриента тестового вступительное испытание есть, социальная психология. Обратите внимание, что 23 июля, то есть только 23 июля вы сможете сдать это вступительное испытание. Тут у вас будет путеводитель, который вам, если что, поможет разобраться, как этот сайт работает. Но я быстренько вам все-таки объясню какие-то моменты. У вас тут будут закреплены 2 инструкции по закреплению файла. Она вам пригодится для того, чтобы закрепить вашу фотографию перед непосредственно экзаменом. То есть, например, тут у нас говорится дать ответ на задание. То есть надо сделать сначала фотографию с паспортом, чтобы потом у вас открылся тест для прохождения.
В инструкции, которая будет закреплена в личном кабинете, будет все тоже подробно расписано. Вы должны сфотографироваться так, чтобы было видно ваше лицо и, главный разворот паспорта. Такую фотографию вы подгружаете в первое задание, где прикрепить цветное фото, где видно лицо абитуриента и главный разворот паспорта. Как только вы его прикрепите, у вас откроется тестирование. Тестирование длится от часа до 1,5 часов для обычных абитуриентов, и для абитуриентов с ограниченными возможностями здоровья будет отдельный тест еще вывешен, где будет 1,5 часа и более. На 1,5 часа, не более на 1,5 часа продлен этот тест. Вы заходите все просто в тестирование. Даже если тут будет тест для лиц с ограниченными возможностями здоровья, вы туда его не проходите, только проходите один единственный тест. Попытка только одна. Если у вас какой-то технический сбой, то, пожалуйста, сразу же вы пишите на почту приемной комиссии или звоните на почту приемной комиссии.